Любимый сердцу моему Кавказ, как я тоскую по твоим вершинам, люблю смотреть в горах на водопад и пить студеную водицу из кувшина. Во всех моих произведениях живет частица воспоминания о родном Кавказе, величественные горы, живописная природа и зажигательная лезгинка, от звуков которой каждый раз так и хочется пуститься в пляс. Так и рассказывает о своем творчестве Любовь Пушкина. Поэт, писатель, композитор делится: нет ничего дороже дома, а он у нее здесь, в Ингушетии. Родилась в Азербайджане, а когда исполнилось полгода, семья переехала в Карабулак. Тут же окончила школу, институт, вышла замуж, родила 2 дочек. Вместе с мужем Александром объехала весь Кавказ и половину страны, от Северного Сахалина до Прибалтики. Вернулись сюда, на Кавказ, а здесь события нехорошие начались. Мы на Ставрополе переехали сразу. Младшая закончила ИНИАС Пятигорский и улетела в Испанию. За ней старшая помчалась. Я осталась с внучкой и с мужем. На мой день рождения умирает муж. И мы отправили внучку в Испанию. Через 3 месяца девочки забрали тоже в Испанию. Будучи в Испании, Любовь сильно тосковала по дому. И, взявшись однажды за перо, все свои эмоции, мысли и чувства с того момента она выражает в своих произведениях. И в шутку признается, что помогает в творчестве знаменитая фамилия и, возможно, гены. Строки рождаются спонтанно, будто под диктовку, говорит поэтесса, когда находит вдохновение. К примеру, известный роман Шолохова «Тихий Дон», который она переложила на стихи. Подошла Ксения к Дону за водой. Подогнал Григорий коня на водопой. И казак подумал: жаль, что не моя. У нее на хуторе есть уже семья. Вот однажды пришла домой, в половине 1 ночи меня постучали по плечу. Кто-то постучал, вот дотронулся до плеча. Я встала и пошла, знаете, как диктовал кто-то мне. И я до половины 3 написала 1 серию. Просто мне диктовали, а я писала, только успевала. А потом так потихоньку ночами будили, я писала. А потом из-под пера Любови Пушкиной выходит юмористический рассказ «Кощей, Горыныч и Яга» и 2 стихотворных сборника «Почем плачет душа» и «В ковыле по колено». Произведения, вышедшие в свет в России несколько лет назад, нашли своего читателя. В Испании она живет уже 18 лет, но сердце все равно каждый день просится домой. В Ингушетию Любовь приезжает погостить у подруги и бывшей соседки Радимхан Хашагульговой. Даже отъезд в другую страну не смог ослабить 45-летние узы дружбы. Ну и как нужно кому куда-то уйти, уехать. Я своих Радимхан отвожу. Либо я туда иду со всеми. Радимхан в Яндырку уедет по делам. Там родители, родственники, наверное, жили. Я остаюсь. Ну и что вы думаете? Я 7 детей, я с ними справлялась. 5 Радимханы, 2 моих. И накормим, и напоим, и кашей накормим. И все делаем, абсолютно. Мы настолько с детства, с молодости жили вместе, мы друг без друга никогда хлеба куска не съели. В Испании ее ждут дочери, выросли и внуки. В культуре далекой страны привыкнуть было несложно, делится поэтесса. С нашей культурой у испанцев много общего. К тому же там живет немало представителей Кавказа, в том числе и ингушского народа. Там же весь мир собран. Я когда прилетела, я думала, такой натиск идиом это языки, не вынесу французы. На французском, на немецком, на испанском, на итальянском, на португальском. Думаю, только наших ушей нет. Что же это такое? Все есть. А потом только проговорила. И тут 3 ребят стали возле магазина. И на своем я подхожу: мальчишки, вы откуда? Она говорит: с Назрани. Как с Назрани, говорю? А что ж ты молчишь, говорю? А я тут хожу, своих ищу. И мы с ними до сих пор переписываемся. Но больше всех писательнице по душе наша кухня. Какие чапы вкусные. Ну, наша кухня кавказская. Какие галушки замечательные. Все у нас своя кухня. Травы, приправы шикарнейшие. Ну, у испанцев рыбка, гамбасы, креветки. А у нас шашлыки. И никто с нами не сравнится. Никто, Радимхан. Сейчас Любовь трудится еще над одним сборником, который совсем скоро выйдет в свет. Эту книгу она посвятила своему мужу Александру Кулакову и назвала «Не уходи». А также написала стихи и музыку для песни, которая тоже войдет в сборник. Не уходи, еще рассвет не наступил, не уходи. Ты так давно не приходил, не уходи. Я не смогу жить без тебя. Дана Плеева, Ханзат Халухоев, Новости 24.